Жители полуострова на границе с аннексированным Крымом рассказали о ситуации, связанной с энергетической блокадой. Нету света. Ночью на 3 часа включали. Не знаю, я на 2 дня к отцу на день рождения ездил, я в шоке. Света нету. Как вы относитесь к энергетической блокаде? Нормально. Видите, едем домой. А какая там ситуация со светом? Ну, 2 дня не было света. Как вы относитесь? Не очень. С Крыма, почти из-под Севастополя. А скажите, у вас там свет есть? В этом севастопольской зоне есть. Ага, а вот везде свет отключили, как вы к этому относитесь? Ну как? Они там дерутся, а мы страдаем. Ну, с одной стороны, как относимся? В селах нам не страшно. У нас печки, дрова. Свечку поставим, будем сидеть. Тяжело. Почему? Свет дается только по районам города. Не везде, не всегда. Только так, редко. Крым, пытаются хоть как-то вернуть, что ли. Тем, что выключает свет, там, воду, может, там выключат, еще что-нибудь. Верно, отключение. Ну, понимаете, посчитать правильно, неправильно, она есть, это факт. Просто все это нормально, спокойно переживают. Мы пережили 90-е. Апокалипсис. Нет света, нет электричества. У кого на электричестве плиты, нельзя детям даже поесть приготовить. Я за, потому что мы понимаем, что это необходимая мера. У нас дома был, рядом не было. Дом через дом, в Евпатории. Был дом, свет и интернет был. Ну как, плохо, конечно, но как-то переживем, не знаю. Временами включают, выключают. Как вы к этому относитесь? Для меня ужасно это все. То, что сейчас происходит. А как думаете, для чего это делать? Настроить народ против всех. Против Украины, против России. Все друг друга раньше понимали, любили. Сейчас непонятно, что происходит. Надеемся, что все будет хорошо. Как я к этому отношусь? Я вообще в Крыму не живу, так что как отношусь? Плоско параллельно. Пускай справляются с возникшими трудностями.